тут и дети же, и мужики, и старики, поэтому отравление организма происходит. Уже второй год семье Александры Ивановны приходится дышать зловонием фекальных вод. Недалеко от дома расположен канализационный колодец. По ее словам, сюда регулярно приезжают ассенизаторы и сливают отходы. Некоторых из них даже фиксировали на камеру. К ребятам подходишь, разрешение есть, они говорят, нету разрешения, улыбаются лукаво и уезжают. На следующий день опять картина повторяется, опять они здесь. Картина повторилась и в нашем присутствии. Один из частных ассенизаторов приехал и начал сливать жидкость из своей машины. Но увидев нашу съемочную группу, поторопился уехать. А вы что вот сейчас вот делаете? Что? Сейчас вот чем занимались? Что сливаете? Этого предпринимателя теперь ждет штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Впрочем, такие санкции владельцев частных фекалок не пугают. В Якутске для слива отходов работает одна единственная станция. Пользоваться ею частным ассенизатором невыгодно. Взимается плата с одной машины в 10 кубов до 750 рублей. Да и расположена она весьма далеко, в районе Дракылаха. С учетом затрат на ГСМ и платы за слив отходов сумма получается примерно в ту же 1000 рублей штрафа. А использование канализационных люков систематически значительно снижает расходы частным фекалкам. Это подтверждают и на самой станции. Бороться с ними бесполезно. Для них выгода, наверное, важнее, чем экология. Сами дежурили на люках, и ночью, и днем. В общем, ловили, боролись с ними. Загоняли, как говорится, на сливную станцию. Без желания водоканала остановить вот это дело у нас ничего не получилось. Многие горожане предлагают заварить крышки канализационных люков, но по словам специалистов водоканала этого делать нельзя. Доступ к ним может понадобиться в любое время. Если он будет заварен, это нужно опять сварочный аппарат, все это вскрывать. Это тоже будет приводить к долгой ликвидации аварии. Пожалуйста, вы можете сфотографировать эту машину, чтобы было понятно, как ее номер. Мы можем обратиться в ГАИ и этого товарища разыскать и наказать. Обращаться можно во многие инстанции, в тот же Роспотребнадзор или даже в Комитет охраны природы. Но пока штрафы будут такими же небольшими, проблема так и останется острой. Вилян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.